Ну что, вот вид вам на море, пожалуйста. Вот это вот шоссе. Где-то я тут хожу. Не знаю, где хожу, но, наверное, там будет дальше Ялта, я так думаю. Посмотрим. Тут машины так вот ездят с такой бешеной скоростью. Ну, вид тут вот такой вот. Ох, какая-то развилка непонятная. Но мне надо вот так вот прямо идти. Кстати, дождик накрапывает, что ли? Похоже. Ох, вот тут машины съедают. Еще одна едет. Думаю, страшное дело вообще. Вот по южным дорогам ходить это просто какой-то трэш. Если хочешь себе нервы пощекотать, вот можно ходить. Тут еще тротуар как бы, да? То есть это нормально. А где-то вообще тротуара нет. Там вот приходится вообще как-то идти там пешком вдоль поребрика. Шел, вот там тротуар кончился. Тут переход. Я стою такой, машины не останавливали, но один остановился, короче. И остальные тоже затормозили. Зато тут куда-то вот можно зайти. Куда-то. Не знаю. Это тут зона вот игровая. Такая вот. Там какие-то дома, видать, что ли. Дорога куда-то идет. А вот я куда пришел. Массандра, Вена Массандра. Вот эта остановка. Тут переходы. Тут много всякого транспорта останавливается. А мы сюда сходим. Магазин по переходу. Вот этому переходу. Конечно, все так запутано. Наверное, те, кто живет, они разбираются здесь. Короче, такие росписи. Вот. Темно. Так, сейчас мы куда-то туда спустимся. Оба. На новый дом строят. Тоннель. Сюда, я надеюсь, пройду. Мне в ту сторону надо колдыбасить. Да, вот дорога. Тротуар хоть есть. Хорошо. Кстати, пока не походишь своими ногами двумя, толком не узнаешь ничего. На машине ездить, конечно, хорошо, но ты потом ничего не понимаешь. Что-то в троллейбусе останавливается. Так, здесь куда-то вот можно вниз колдыбасить. Куда это люди идут? Решила я все-таки тут пойти. Вот с этой остановки. Тут люди ходят, видать, они знают, куда идут. Ну и мы также, благо, вниз идти, а не вверх. Многочисленные дороги. Куда-то туда, наверное, сюда надо по тропе по этой идти. Вот. Дома. Тропинка, ну вниз, вот это хорошо, мне нравится вниз. Ну, тоже торопиться особо не надо, то можно улететь. Не знаю, вот эти вот, что вообще где. Если по карте посмотреть, наверное, вот какая-то игровая спортивная площадка. И вот такой вот путь вниз. Смотрите, какие здесь заборы страшные, жуть. А, это улица Свердлова, 81. Вот. Ее, короче, ориентир какой-то есть. Тут, смотрите, у них гаражи, ну как сделано. И здесь кошачий. Смотрите, кошаков-то сколько, а? Ой!
Киси. Киси. Ух ты, они еще дерутся там. Ладно, не буду им мешать. Сколько тут котов-то? Ё-моё! Это кошачий мир какой-то. Куда так много кошек, а? Вы видали, да? Вот здесь вот. Я оттуда сверху иду, с этой тропы. Их тут видимо-невидимо. Это просто какой-то трэш. Бабушка пришла кормить их. Они все сбежались. Их тут сколько только что-то. Еще дерутся какие-то экземпляры. Ё-моё. Вот это да. Здесь кошек. Бабуля пришла кормить, они все сбежались. Ё-моё. Вообще. Гаражи. Вот, смотрите. Все-таки есть такие гаражи здесь. А они так вот хитро стоят, и к ним такие хитрые подъезды какие-то. Железные. Так. Идем дальше. Смотрите, какие тут ступеньки-то, ё-моё. Можно ногу себе повредить запросто. Поэтому тут надо смотреть. И как тут вообще вот ночью, это вечером, наверное, глаз выколи. Так, на какую-то улицу я вышел. Здесь. Какие оригинальные здесь дома. Еще только они тут не построены. Какой-то проход. Видно, да, туда. Вот в этот дом. Мы его уже обвешали балконами, а так он был какой-то древний исторический. О, несется. Ну, туда он. Улица Свердлова, короче, это. Не был я тут. Ну что, пройтись-то прикольно. Какие-то ходы, выходы, лестницы кругом. Какой-то дом. Егоисты. Написано. Егоисты. Свердлова 67. Такой древний. Древние, предревние. Центр продаж. Парковочные места. Миллионы миллионов, да? Так, вот сюда можно пойти, а можно взять и вот сюда вот. Я вижу, тут какая-то тропинка, тротуар. Смотрите. Оба, вкусный кофе. Вот тут готовят. Свердлов 63. Так, идем сюда. Все в зелени, хорошо. Смотрите, вот еще кошаки. Какие они здесь все упитанные-то, а? Здоровые. Вон, да. Привет. Привет. Тут кошек вообще тьма. Смотрите, два таких экземпляра сидят. Астроном какой-то. Я вот сюда иду. Почта Крыма. Видите, почтовый ящик нужно письмо отправить или открытку. Вот эти вот лежачие полицейские как бы сделаны, и эти тормозят. Вот здесь вот поворот такой, вот чтобы туда пройти, короче, очень опасно. Этот переход не обозначен. Ну, хорошо лежачий полицейский. Вот этот. Они тормозят, поэтому. Какой шедевральный дом-то, а? Ё-моё, исторический просто. Вон там наверху статуя. Обалдеть. Так, это мы идем. Надо, короче, здесь забор что-то вообще. Если вот честно, да? Честно, то нафиг это вот в горах жить, а в Ялте. Хорошо, конечно, море, да? Но вы же сами понимаете, что оно уже надоедает через месяц. И все, нафиг оно уже не нужно. А нужна среда нормальная для существования, чтобы можно было перемещаться. Вот. Без транспорта, как вы тут проживете. Вот так вот колдыбасить куда-то там пешком. Автобусы тут не везде ходят, я так понял. На них очереди.
дегустации вино. Так, ладно, нам это не надо. Что здесь мокро так все? Синдикат, винный клуб. Да. Вот когда сам ходишь, смотришь, да, своими глазами, да, совершенно другие какие-то впечатления. Не те. Когда кто-то там снимает, что-то там смотришь, чье-то там. Так вот это вообще совершенно все по-другому. Иду, и вот тут кот. Че кот? Сидишь тут посреди дороги, черный кот. Да, долго тут иду. И причем вот эта дорога все не кончается. Ё-моё. Оба-на. Прямо выскакивают тут. Капец, значит. Жуть. Опять коты сидят. Смотрите. Привет. Так, опять дальше куда-то еще надо. Колдыбасить вниз. Вот вспомнил, тут какая-то фигня, какой-то дворец вот здесь. Да, точно, его тут многие снимали, вот это место. Чьей-то он собственности, что ли. Там какие-то знаки на стене хитрые. Доковырял. Древний. Вон там в таком стиле окна разбитые. Жутковато. А напротив был Вальберис. Пожалуйста. А тут куда идти? Вальберис. Вот тут можно пройти, я даже не знаю. Этот дом. Почему-то его никто ничего не занимается, ему уже сколько лет. Тут какой-то парк. Не парк. Такие вот заборы хитрые. Остановка. Что за остановка-то? Прочитать хоть. Санаторий Министерства обороны. Вот что это такое. Ладно, идем вон туда вниз. Я думаю, что если вниз идти, можно в центр города. Не, ну нафиг. Слушайте, это вот он как вниз шлепает, да? А же надо наверх еще шлепать. Ой. Застройка забытая. Вон там штыри. Сколько лет, сколько зим. Ох, вот она ялка. Там внизу что-то светится, огоньки, а нам сюда надо идти. Все вниз и вниз. Да уж. Строений заброшенных. Тьма тьмущая в самом городе. Там тоже что-то там делают они на горе. Здесь вот так идешь, и вот такая вот тут тропинка куда-то, лестница вниз. Вон туда, вон в этот дремучий лес. Сюда можно смотреть. Видите, да? Немножко. Да, и прямо под нами вон там крыши домов. Вот тоже дом. Вот так вот. Там на горе, смотрите, домина какой возвышается. Ё-моё. Вот здесь поворотик. Еще какой-то вид интересный. С стороны вид на город. Что-то немножко огоньки моргают. А здесь вот уже море, слушайте, ближе и ближе. Там
дома. Вообще. Квартира здесь у моря, квартира у моря. Это что, здесь квартиры, что ли? Уже здесь вот, на этой горе. Да, вот. Аренда, продажа офисов, вот какой-то дом. Прикольный, тут же чья-то крыша. Смотрите. И туда вниз дома. Да, а тут какая-то ниша, смотрите. Это у кого-то здесь дом. Дорожка вниз, но она закрыта. Вот к этим домам. Да, короче, честно говоря, я офигеваю вот от всего увиденного. Специфики все-таки тут вот этой городской среды. Окна какие-то. Да. Сидишь вот, когда на одном месте, ничего не видишь, а пешочком прошелся, посмотрел через свою шкуру, как говорится, все это пропустил. Вот впечатления уже более четкие, явные. Вот уже ближе. Так, тоже ближе. В принципе. Тут получается, что можно в аренду жилье взять, если вы сюда приехали. Ой, там что-то какие-то тряпки висят или что это такое. Чей-то баннер ветром сдуло. Да, город, конечно, красивый. Еще какой-то вот здесь дом не достроили, строят его. Как там эти тряпки-то забыли, что ли? Что тут на первом этаже только что-то светится и все. Ну вот, приближаемся. Смотрите, люди живут какие-то. Интересно, да, все так. О, чел едет, смотрите. На чем самокате у него на голове вот эта штуковина светящаяся. Не боится же он, а? Туда он на горе. Я бы не рисковал, а, честно говоря. Сбить же могут. Тут кого только нет, а? Кто только тут не ездит. Со всей страны люди приезжают. Да, ну вот, уже что-то более-менее такое знакомое. Вон крымские вина пошли. Магазин Провон. Провиант. Господи. Как на видео, прямо так вот идешь, форточка. Прикольно, да? Вот так вот. Кто-то там живет. А так вот прямо живут. Что-то тут древнее, все такое. Прикольно, да? Ну, конечно. Ну так как вот ходить, рассматривать город, конечно, это интересно. Чтобы в нем жить, я бы не стал, честно говоря. Каторга какая-то. Без машины личной нафиг тут все сможете сделать. Ходить пешком. А то на машине надо уметь ездить. Тут, понимаете, тут видите, да, какие повороты. Влево, вправо там выскакивают машины. Тут мало того, что тормоза должны быть в идеальном состоянии. Мало ли что, да? Не успеешь затормозить и все. Ох, ребят, овощи, фрукты. Интересно. Ой, интересно. Куда идти-то? Тротуар. Куда идти? Куда идти, что ли? Интересно. Как будто бы я обратно куда-то иду. Рванем вот сюда вот. По этой дороге. Опс. Укоротим путь, как говорится. Ну, вот еще. Ой, кстати, на эту улицу это, наверное, она петляла. Все-таки, я думаю. Наши цветы. Тут дом какой-то. Кофе. Новый свет.
стоят. Или что это такое? Памятник. Тут какая-то площадка. Такая вот культурная. Вот туда куда-то можно идти. Здесь самокаты стоят. А это фирменный магазин у вас. Пожалуйста, в Ялте. Вот здесь. Так. Сюда. Вот пассаж. Пассаж. Все, это мы спустились. Все, я понял. Это мы уже в самом низу. Здесь можно взять чебурек и покушать. Я знаю, вот возле там Москва называется, да, или московский, как это. Крым НИИ проект. Оба-на. Вот тут, наверное, бумаги надо трясать так. Все понятненько, да? Так. А я хотел там пельмешки поесть вообще-то. Покушать. Порцию пельмешек с чаем. Находился я сегодня немножко, ну не промерз как бы, да, у меня куртка, у меня майка. Я еще взял такую теплую кофточку и куртку. О, Пахус, вон магазин Пахус. Оба нас. О, вот где-то короткий проезд рядом. Все тут такое рядом. Оно все вот такое вот. Лампочки горят тут. Для прикола ставки на спорт. Вон что оказывается. Историческая часть. Так, пекарня. Банк РНКБ. Так, а куда мне идти-то надо? Набережная не хочу идти. У них тут солидно все сделано. Крымский пекарь. Здесь продают снежки. Мясо какого-нибудь надо, крымское сластеныш. Нахлебник. Смотрите, какое-то. Что это такое? Балкон, да, такой. Лофтфуд. Продукты. Тачки. Продукты, молоко, хлеб, колбасы. Дежурная аптека. Так, все. Вот это мы все вышли уже. Тут вот этот Бакалея, большой магазин. Аптеки. Шаурма. Пойдите, 200 рублей. Вот здесь можно шаурму взять. Аптека. А, все, вот вышли. Получается, там набережная. Туда я не пойду нафиг. Не надо мне это. Вот немножко вам показать Градский проезд. Получается, я по этой улице прямо сюда вышел. Вот сюда. Вот сторона такая вот, как это, арка светящаяся. И вот эти деревья, они обернули светящимися штуковинками. Ой, как штуковинки-то, блин, я уже заговорился. Антиквариат, магазин. Какие-то штуки продают антикварные. Посуда. Фух. Блин, навешивают на елки-то гирлянды, вон с гирляндами замотано все. Все стволы. Лучшие вина Крыма. Музон. А, это там вот этот кафе или как он? Ресторан с той стороны. Напротив Бристоль гостиницы. Винишко. Смотрите, какое винишко. Я не рекламирую. О, Коктебель 30 лет, пожалуйста. О, вот это бутыль. Офигеть. Бельбек. Винишко-то элитная, Коктебель 15 лет и так далее.
Так что вот сюда вам надо. На улицу Рузвельта, гостиница Бристоль, распродажа. Котофеи тут сидят. Вот такие вот. Вот эти сувениры разные. Так, это мы уже здесь к Бристолю подошли. Непосредственно. Крышки. Вон там такая гостиница Бристоль. 3 звезды отель. Вот видно, 3 звезды. И тут красивые такие вот эти балконы у них большие. Сеть виномаркетеров. Точка. Сколько бухла-то здесь. Слушайте, Бристоль, торговая галерея отдельно у них. Все такое. Крымская косметика. Так, а здесь орехи, натуральный шоколад. Ну не сезон, да, не сезон. Смотрите, как у них красиво здесь. Сад. Вон там. Это проход на Массандровский пляж, но мы туда не пойдем. Все, вот тут вот дрожинка. Видите, да? Очень хорошая самобытная улица. С непередаваемым архитектурным стилем. Так, надо под ноги смотреть. О, флюган-то какой, смотрите. О, как они колышутся. Пинта бар пивас. Да, сегодня 20 число вечера. Какой ветрюган. Что-то у них глаза надуло. Так, переменная это работает. Так. Видом на море. Там какие-то чуваки сидят. Интересно, бухают, что ли? Жилье. Где-то столовая. Блин, вот он, что ли? Проход туда вот куда-то вниз. Ой, ветруган-то ужас просто какой. Площадка здесь. Много-много транспорта. Что, зашел я, он ту пельменную перекусил. Нормально, сытно. 1,5 порции пельменей. Это мне чай и 2 кусочка хлеба. Мне обошлось 320 рублей, что ли. Нормально. Чем всякие гамбургеры брать. Лучше вот пельмени наши поесть. Там и можно и вареники, и всякое разное. Другое перекусить. Ну, а здесь пут. Магазин пут. Зайдем, что-нибудь возьмем. Ну что, все, затоварился я. Вот, едой в пуде. Так. Ой, смотрите, какие улицы здесь темные. Темень, вообще ничего не видно. Вот тут спуск на пляж, подсветочка идет. Так, мне не по этой дороге, не сюда. Это улица Массандровская. Туда мне не надо. Мне вот сюда надо, наверх. Сдам номер, смотрите, прямо с улицы вход. Как класс, да? Так, тут не раздавит меня. Надо вот по тротуарчику идти. Потихонечку ковырять. Какие-то группы людей непонятной внешности. Честно говоря, страшновато. Такие человек по 5-6 товарищи идут. Непонятно, что у них там в голове написано. Смотрите, интересно, как подъем прямо с улицы. Туда вон куда-то. Здесь дорога куда-то наверх. Там вниз. А нам вон сюда надо идти. Фу. В горочку. Там
отель какой-то. Прямо люди на улице. Ё-моё. С самоката заезжают. И другая, койки сдувает. Надо капюшон надеть. То сдуют, а потом не найду. Короче, бухлишка здесь везде. Здесь вот этот вот дом. Олимп-центр написано. Виноград. Так, пройдем здесь. Надеюсь, смотрите, там люди ходят. Так вот, кто такие? Так, надо смотреть под ноги. Тут вообще капец. Ни хрена не видно. Зато вот такой дом здесь забытый. Так, машины, кругом машины. Смотрите, как вам ощущение? И причем эта улица-то одна из таких, ходовых улиц в городе тут Дзержинского. Продукты. Смотрите, женщины с титьками. Такие у них титьки. Ой, дали, да? Дальше идем. Ох, кто-то там с фонариком даже додумался идти. Кто-то даже додумал. 36-й квартира или что это? 36. И вот тут уже темнотень началась. Надо внимательно под ноги смотреть. Уже капец, ничего не видно. Глаз выколи. Еще и ветер. Но только машины проезжающие, они тут освещают что-то немного. А так освещение здесь на этой дороге, вот как сами вы видите, его нету. Его нету просто. Поэтому вам надо фонарик с собой. Ох, тут мопедов сколько. Куда-то я встал не туда. Что-то моргает. Моргает непонятно. Тут местами только есть подсветочка такая локальная. Где-то вот так вот. И вот там на горе что-то там светится вверху. Ну а мы идем вот так вот вперед. Здесь тоже подсветочка работает. А ладно, я так вот пойду повсюду. Надеюсь, сверну вовремя. Люди с фонариками ходят со своими. Что темно. Вот тут свет есть. Какое-то жилище здесь. Свой двор, мангал. Смотрите. Вот кто-нибудь из блогеров вот вечернюю, ночную Ялту вот в темноте, чтобы Дзержинского вот так вот снять. Смотрите, тут тоже сдам комнату. Какие-то непонятные здесь стекла матовые. Тут двор какой-то, заход. Так. Ох, стягают. Вот окна светятся, уже видно. О, лампочка. Цивилизация. Слушайте, уже как радостно сразу стало. На душе-то. Причем она только одна. Хотя вот эта конструкция этого фонаря предусматривает с двух сторон. Вот с этой стороны и с другой стороны. Так, вот там что-то на горе вверху. Так вот ездят на самокатах здесь по этим горкам. Мини-маркет. Ну, а мы вот туда все идем. Дальше. Ладненько, все, наверное, тут я уже завершу свою прогулку. Такую вот интересная сегодня была. Поглазеть своими глазами намного забавнее, чем где-то вот вы на машине проехали и вам кто-то снялся со стороны. Так что приезжайте в Ялту,
Вот так вот гулять. Давайте. Вот тут куда-то спуск. Ну, это, по-моему, на Масаловскую набережную, что ли, или туда куда-то. Точно не знаю. Вот пансионат актера или что там. Дома его светятся. Вот это вот. Но там уже больше ничего интересного нет. Я уже снимать не буду.